Всем здравствуйте, компания Прогресс Авто опять с вами. Сегодня у нас на обзоре Исеки 317. Вот такой вот интересный трактор с огроменной фрезой. Фреза сразу видим, что не родная, но тем не менее это еще один пример того, что трехточное крепление — это универсальное крепление. Трактор у нас с козырьком, естественно, полноприводный и очень мощный. Давайте посмотрим на него со всех сторон. Конечно, с таким трактором, думаю, что никакие практически сельскохозяйственные работы страшны не будут, потому что его мощь позволяет задействовать его абсолютно по-всякому. Фреза на быстросъеме у нас, и, как я уже сказал, на трехточке, значит, мы можем быстро от нее избавиться и навесить любое другое навесное оборудование, будь то плуг, копалка, сажалка, да все что угодно. При этом не какие-то там двухкорпусные плужки небольшие, а трехкорпусный плуг можно повесить, можно копалку двухрядную повесить, сажалку. В общем, просто песня для тех, кто любит действительно мощную технику. Но, естественно, в данном случае мы жертвуем нашими габаритами. Ну и давайте пробежимся по состоянию данного трактора, по состоянию колес. В принципе, колеса сохранились очень и очень неплохо. И левое заднее, и левое переднее колесо имеется, естественно, трещинки. Трактор бывший в употреблении, но трещинки совсем не критичные по верхнему слою резины. Здесь по правому борту тоже ничего страшного мы не наблюдаем, и это радует, потому что резина довольно-таки крупная, и такие колеса еще будут ходить дольше, чем новые китайские или какие-то другие аналоги настоящей японской резины, которая установлена на данном тракторе. Про фрезу я уже сказал, еще раз пройдемся. Трехточка, быстросъем, имеется гидроцилиндр, а значит имеются все гидрорегулировки. Фреза у нас довольно-таки большая, кажется, на 1,60 м. Состояние ножей. Так, здесь ножи интересно так крепятся на самом деле. Вот. Пары ножей нет, пара ножей обломаны, даже несколько ножей обломаны. Но показываем так, как оно есть. На самом деле все уже учтено и в цене, и во всем остальном. Скрывать здесь нечего. Вот такое вот у нас состояние ножей, немножко печальное. Далее идем в салон, садимся, защищаемся от палящего мартовского солнца. 791 моточас наработка данного трактора. Давайте его запустим. Естественно, трактор запускается при выжатом сцеплении. Довольно быстро запустился, несмотря на то, что на самом-то деле морозец. Про палящее мартовское солнце это был сарказм. Вот. Но движка работает ровно, тарахтит себе. Такой мощный камазовский звук. Даже по газонам мы видим, что двигатель работает ровно, реагирует на педали очень-очень хорошо. Ну и давайте пройдемся по органам управления. Здесь у нас понижайка на 4 передачи, включение, отключение полного привода и быстрого разворота. Трактор, кстати, с реверсом, то есть при помощи этого рычага мы можем использовать все передачи назад и все передачи вперед. Итак, сцепление, управление валом отбора мощности. Кстати, вал отбора мощности, я так понял, тоже на реверсе. Вот эта кнопка реверс, вал отбора мощности. Что касается рычагов с другой стороны, здесь уже у нас переключение передач, управление фрезой, поднятие, опускание, а также управление гидравликой фрезы. Здесь у нас функция, которая отвечает за поднятие фрезы при включении
задней передачи. То есть включаем заднюю передачу и фреза, соответственно, поднимается. Двойный тормоз и педаль газа. Ну и, конечно же, ручной газ. Вот такой вот трактор. Хотел сказать мини-трактор, но слово мини здесь не совсем уместно, но тем не менее Исеки TU 317. Мощнейший трактор с огромной фрезой. Ждет своего нового хозяина. А мы же, компания Прогрессавто, ждем ваших комментариев и звонков 8 914 555 2030. Всем всего хорошего. Не болейте. Пока.